Друзья, всем привет! Сегодня я на реке. Неспроста, ребята. В общем, с крайней рыбалочки, когда с семьей уезжал в обратную сторону, мы так и не смогли выйти на глиссер. Расстояние не маленькое было, в общем, и смотрю по топливу у меня что-то так. Ну, мало ли, если таким ходом, то не хватит, думаю, блин. В общем, оставил, ребята, я спрятал в лесу там, в общем, палатку там, спальники, короче, кое-какие вещи. Пришлось разгрузиться, чтобы выскочить на глиссер и спокойно подняться домой. Все-таки с 12-м шагом, ребята, была не та задумка. Да, в одного скорость клевая, крутая, но вот в плане погрузок, грузоподъемности этот винт вообще никак. Потому что в прошлом году на 11-м, ребята, я таскал такие же вещи. Вот в этом году никак. В общем, надо покупать и 11-й, скорее всего, еще и 10-й. Если мало ли вообще какая-то будет серьезная загрузка, чтобы ну не было такого. А 12-й так, это вот кайфовать в одного шикарно. Ну, а решил попробовать, попробовал. Такие дела, короче, ребят. Ну и в общем, думаю, что, ладно, с вещами надо ехать в любом случае, потому что, ну, как оставить? Не оставить. Надо забирать. Ну, вот сегодня я, ребята, еду именно за вещами. Ну, думаю, блин, в районе пятнашки спуститься, потом подняться 30 километров. Спалим бензин. Думаю, блин, возьму спиннинг, ребята. Маленькие вертушки. И именно так. Не троллингом, ребята, а вот какую-то забросочку. Буду проходить какие-то интересные места и буду, как сказать, с плавом. Ну и порыбачим, короче. Погода шикарная, ребята. Ветерочек, прохладно. Северо-восток. 24 градуса. В принципе, ни одного облачка, ни одной точки, а комфортная, ребят, погода. На реке тем более. Деревенский пляж. Народу никого нету. Заправляюсь, ребят, и погнали. Точнее, заправился. Сейчас достану спиннинг. Смонтируемся и погнали. Тут сразу начнем какие-то обрывчики. Так, как ушка может погонять. Ну, что-то так охота, ребята. Так что поехали. Так, ладно. Сейчас сразу все достанем, чтобы нам ничего не мешало. Подсачник. Так, на всякий случай, вдруг какая-нибудь щучка бахнет. Мало ли, чтобы у нас было все четко, все грамотно. Блин, тут что-то кольцо заело. Вот так вот. Мало ли, щучка какая-нибудь. А у нас уже, вон, видите, ребята, расклеился весь подсачник. Фуфло, короче, не берите такие подсачники. Вообще ни о чем. Так, подсачник есть. Тут я пирожков взял, сок, блесенки. Блин, ветерочек тогда местами, как раз встречный, блин. Как раз встречный будет тащить в обратную сторону. Неприятно. Так, что у нас тут? Где у нас еще сумочка? Сумочка здесь. Угу. Что-то захотелось, ребят, покидать так. А то фидер, а хищника тоже охота полавливать. Ну, я взял, ребят, ультралайт, лайт. У меня здесь 2 в 1, в общем, кайдовская палочка. Давно она у меня уже служит. Вот, и 2 вершинки, видите, ребята. Это у нас вершиночка будет 1.7 вроде. Да, 1.7 и 3.12. 3.12, в общем, скорее всего, вот это 3.12, а та 1.7. Вот пожестче поставим. То бишь это у нас лайт, а это ультралайт. Тут катушечка 3000. Тоже кайдовская, ребята. И шнурочек 008. Не помню.
Вроде неплохой такой. Я уже его перематывал в другую сторону. Такой, но видно, плетется. Ну, сейчас, короче, ребят, сделаем как раз на окушка, на щучку мелкую. Самый то комплектик. Шнурочек тоненький. Сейчас соберемся, ребят, и погоним. Тут сразу первые обрывчики, можно даже уже их обкидывать. Правда, время 10 часов, ребят. Надо, конечно, пораньше было выезжать. А думаю, ладно. Как есть, так есть. В общем, ребят, собираюсь и погнали. Ну что, друзья, выходим из бухты. Ух ты! В принципе, даже вот на этих обрывах можно покидывать. Ладно. Поедем, мы спустимся там. Одни коряжечки попробуем. Ребята, все в милях. Надо дорогу знать капитально вообще. Вот тут надо по краю проходить. Но я, понятно, смотреть за баланы. Вот такая у нас вот река летом. Хреновая. Блин, не знаю в такой ветер, как даже, ребята, и рыбачить, блин. Вот этот бережок сейчас попробуем. Блин, правда, не знаю, ребят, такой ветер. В обратную сторону будет тащить меня. Надо наоборот спускаться и, короче, вот так. Ё-моё. Ладно, будем пробовать что. Может, что получится. В общем, ребят, поковырялся в коробочке. Достал вот такого кренка. Это у нас баламут 40 миллиметров. Ну, а так всякие вертушки, понятное дело, маленькие. О, все, в обратную сторону, ребята, нас тащит. Можно стоять, конечно, в лодке удобно. В плане вот этого места много. Что на что, вот по поводу этого проблем нету. Очень удобно спиннинговать с таких лодок. Видите, он, ребят, такой активный. Можно немножко твичить, подыгрывать. Я думаю, окуню должно понравиться. Еще как будем, я не знаю, ребят. Обратку тащить надо или повороты искать, какие-то места более-менее. Иначе, блин, это будет фуфло. Место хорошее, ребят, но против ветра не попрешь, как говорится. По ветру надо идти, а мне в ту сторону, в обратную неинтересно, мне надо вниз идти. Короче, будем искать, ребят, перспективные места, облавливать. Только так, по-другому не получится. Короче, ходом прям. Да.
Ветерочек, ребятам, мама родная. Не дает, короче. Даже места такие хорошие. Но там, блин, невозможно. Там струя такая, что... Вдоль травушки так, хопа. Поехали. Кушок здесь должен быть. Да и щучка мелкая, травянка. Блин, тащит в обратку, ё-моё. Оп, фига, оп. Кто-то что-то бахнул, блин. Так, ну это вообще мелочь, конечно. Живут тут маленькие. Оп, давай, подруга. Что-то оп-оп. Потом оп, бахнул. Так, щучки понравился. А как окушку? Не знаю. Так тоже покайфовать. Руки запахли рыбой. Прикольно вообще. Заброс. Блин, что делать-то, а? Надо, получается, спускаться полностью, а потом наоборот против течения, по течению как-то рыбачить, что ли. Ну вот и все. Поехали обратно. Ах. Короче, ребят, надо вниз уходить и потом пробовать наоборот, что ли. Вот места интересные. Вот. Окунек частенько тут хапал. Так, ну вроде потише тут, ребятки. За поворотиком-то. Коряжнички такие интересные.
Коряжнички, коряжнички, коряжнички. Оп. Поклевочка, ребят. Так, что это у нас? Окунидзе. Такой интересный. Надо, в принципе, с начала обрыва пробовать. Я что-то спустился вниз. Так, ну это, в принципе, наш пациент. Ведерко взял. Можно даже водички немножко набрать. Чтоб там попроще было им. Так, сюда куда-нибудь, тенечек. Ой. Так. Начало. Я думал, там ветер цепляет, вроде более-менее. Эти обрывы, да, они и по щуке давали всегда. Троллингом здесь проходишь, одна-две попадается. Короче, ребята, сход. Блин. Что-то я даже не понял, кто это у нас был. С рационом вроде все нормально. Здесь, кстати, вот на резину бы, мне кажется, на джиг можно было пробовать. Было бы неплохо. Тут, потому что обрыв. Окунь тут стоит по-любому. Сход. Ну, тоже, скорее всего, окунек. Что-то так как-то бах. Блин, тащит в обратку. Ё-моё. Сход, сход, сход. Крючочки маленькие там. Как раз чисто на окунька. Придется моторчиком немножко подрабатывать. Хапа. Оп. До последнего идет, ребята, и не берет. Засранец. Окуньки. Помедленнее, что ли, проводку делать. До последнего шел и нифига. Так и не захотел. Перед водкой уже ударил. Взял, ребята. Ох ты, отвалился. Хороший был окунь. Блин, ё-моё. Что-то отваливается. Крючочки-то вроде хорошенькие. Блин. А, отваливается.
Это прям такой добротненький, ребят, уже был. Не знаю, видно, не видно было. О, опять поклевка была. Оп, добил. Все-таки добил. Так, отлично. Ну, тут прям стоят они, хорошее место. Тут, говорю, вот на джиг бы попробовать. Было бы поинтереснее, мне кажется. Блин, прям с подводки, ребята, взял. Не успел я среагировать. Ну, это малыш, конечно. Мальчик. Иди, не ругайся только. Электроякорь, ребята, работает. Течение в ту сторону, ветер в мою сторону. И, короче, стоишь на месте. О, хрена. Мотором что-то куда-то врезался я. Тут коряк, конечно, всяких разных. Море. Вообще зацепился, да? Блин, обратно потащил, да ё-моё. Опа. Коряшка, а я думал удар. А показалось, что зацепилась. Так, рвать не буду. Подойдем. Так, друзья, у меня обрыв. Зацепился там. Думаю, сейчас мотором дерну. Подъеду, точнее, с другой стороны. И что-то натянуло меня. Я щелк только. Шнурочек-то тоненький. Тут надо аккуратно, блин. Жалко, воблерочек, таких больше нету. Так. Есть наподобие тоже вот такой, ребят, черненький. Попробуем его. Тоже у нас балун. Такая расцветка. Тут жалко, конечно, блин. Воблера тоже не дешевые. Хорошие. Так, ну ладно, продолжаем рыбалку. Ну, это у нас такой зелененький, короче, будет. Оп, есть. Есть. Ну, это тоже, ребят, небольшой. Слушайте, ну берет на этот воблер. Мелкий, беленький окунек. Нам таких чуть побольше. Чуть-чуть. На копчушечку. Однозначно не наш. Вон тут прям, короче, ребята берут. Но сход был тут хорошенький такой, блин, приятненький. У нас, конечно, окуня не крупная, ребята. Попадаются редко-редко. Как бы. А так, Печора, да. Печора славится окунями. О, какой коряжник, ребята, вековой.
Вообще. Опа. Че, нету окунька тут, что ли? Там вон коряшка была, где воблер зацепил. Там они вот и стояли. Обрывчики такие лютые. Ах ты. Иди на съедение рыбам. Есть, ребята, окунечек. Так, потихоньку у нас накапливается. С утра бы здесь, ребята, когда он активный, когда он жрет вот именно. Сейчас все равно жарковато. Не то пальто. Блин, ветер меня этот заманал уже. Не дает проводки делать. Есть еще один, ребята. Опа. Еще одного вымутили. Здесь обрывы, ребята, уже нормально проштруированы так-то, по идее. Здесь, когда хожу внизу, одна-две лодки тут, коряжники тут доят. Странно, пока еще ни одной щучки. А, первая щучка-то была, но там малышка. Тут обычно тоже щучка стоит вместе с окунем. Ну там в начале, блин, хорошая была банда. Много поклевок было, сходы были. А тут такой штучный. Хотя окунь, по идее, он стайная рыба, но видите. Вот там стайка была, а вот здесь пока сплавляюсь один. Там где-то боданул. Мелкого очень много. Тыкают, бывает. Чувствуешь? Такой окунек. Ну, еще и ветер не дает. Ну вот, ребята, опять зацеп. Ух. Походу жестко, блин. Походу жестко. Ё-моё. Опа, цепил. Нормально.
Дрова, конечно, лютый, дровяник. Голимый, ребята. Тут заторчик. Лодочка, смотрю, какая-то идет. Так, через поворот, ребята, у меня схрон. Надо забирать вещи. Сейчас его пройдем. И, в принципе, потом можно будет... Можно будет там работать. Окунек там вроде стоит. Там подвигаться. Попробую что-нибудь разное поставить, потому что там нормально так-то окуней было. А я вот думаю, ребят, пирожок съесть может. Или сачку попьем. Хорошо. Хорошечно. Ребята, видали? Охренеть. Вот это улов. Заманал. Заманал. Фига тут напрудило, блин, ужас. Такая заводь. Так, друзья, ну что, дошел до первого схрона, и у меня их два. В одном месте палатка со столом, а в другом там мангал, что-то такое. Вот. Что, 5 окуньков пока. Надо еще 5. Ну, там вот надо будет еще проштудировать. Ну и ниже посмотрим. Короче, поехали до схрона. Ветерочек. Первый забрали, ребята. Промазал на 30 метров. Я думал, следы как бы мои, а тут, оказывается, кто-то тоже выходил или что-то старые следы. А он, оказывается, там, блин, не понял. Метров 30 прошел. Ну, там такое понятно, там как типа такой овраг. Смотрю, лежит стол и палатка, ребята. Такие вещи оставлять, ого-го, дорогое удовольствие. Ну и там мангал еще надо забрать и спальники. Вот пришлось разгрузиться нам. Потому что, блин, думаю, если с девчонками еще без бензина останусь, там звонить потом, такое себе. Короче, поехали до второго, ну, может, где порыбачим. Бабах. Вообще крутое место, да, ребят? Смотрите, сейчас поближе покажу. Блин, вообще пушка, бомба, петарда. Тут курья такая, ребят, заходит. Течение. Вообще. Ну, она, получается, идет кругом, как речка. Вообще, ребят, смотрите. Блин, следы какие-то. А у меня там вещи лежат. Не дай бог. Вообще. Смотрите, какие места, ребят. И она вот так идет. Тут на лодке даже можно зайти, в принципе, и на поплавочек порыбалить. Такие косы, блин. Охрененные места. Ой, как раз. Тут, наверное, вообще купаться, блин. Вода теплинная. Когда разгружался тут, дочь говорит, блин, папа, сюда бы, говорит, приехать. Смотрите, как сказки, блин, ё-моё. Вообще бомба.
Ладно, погнали за вещами. Что тут, баульчики лежат? Лежат, ребят. Пораскидал, блин, по тайге вещей. Шампура, блин, все дела. В следующий раз буду думать. Точнее, в следующий раз такого не будет. Будет винт. И нехрен что-то выдумывать. Так. Баульчик. Шампурчик. Так, забрали, ребята. Там по прямой струя, ветер. Пойду нас за поворот и попробую вот в начале, где в Коряжнике начинал, там попробовать. Ой, хорошо. Поехали, короче. Время уже 2 час, надо спешить. Ветрено, конечно, но ничего, попробуем. Сейчас, правда, здесь солнышко. Попробуем, ребята, забрать еще парочку. Окунь здесь есть. Так вот он в тот коряжник бы не нырнуть. Опять же, оставил там воблер. Там 3 коряги вот так. Вот там он весь и стоит, блин. Блин, ребят, забагрил, короче. Думаю, что такое, не понял, промахнулся. Окунек. Я его багранул. За пузика. Так. За пузика. Ветрище, ребят, не дает, блин, тянет. И забрасывать плохо. И, наверное, не слушайте там у меня. Ах. Ветерок, ветерочек. Но зато не комаров, ребят, ничего, вообще кайф. Одно радует. Продувает. Короче, что-то у меня тут, ребята, борода какая-то лютая, причем. Вот все, ребята, ни хрена. Столько утром выходило окуней, но тут солнце вот было, тенечек, хорошо было. Забросов 30 сделал, вот одного багранул. Все, окунь перестал брать или отошел.
Ладно, не будем тратить время, ребят, поскакали. Попробуем там подвигаться. Тут перекат, надо глиссером, ребят, вылетать. Погнали, ребята, дальше. Мелко, мелко, мелко. Все обмелело нахрен. Такие места раньше были. Сейчас все. Вообще он мотором цепляю. Да, ветерок сегодня, конечно, не дает. Чайки вон рыбачат, молодцы. Ущел. Был окунь, ребята. Ущел. Добивал он долго, я что-то не понял. Трык-трык-трык-трык-трык. Так, там коряшка, блин. Вот с-под нее, наверное, он там и бахнул. Трык-трык-трык-трык. Не понял, блин. Думаю, мель, что ли, какая. Так конек бьет, 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 бьет. Добить не может. Окунечки, окуньки. Блин, ребят, знаете, я сначала подумал, что это щучья морда. Так, да? Похоже. А в концове это, походу, старый сапог. Ой, блин. Так, чуть-чуть подъедем. О, тут мель, блин, ё-моё. Вон глубина там идет. Какая нахрен рыба? Вон, блин. Перекатище, ё-моё. Страшно. Ух. Воды нету вообще. Давай, давай, давай. Надо валить отсюда. Есть, ребята. А, это зубатик. Зубатик. Я думал, хорошенький окунек. Щурагаечка. Так, не наш размер, блин. Ох, ветрище-то, ё-моё, блин, а. Щурагайка, щурагайка.
Жесть. Ах, блин, кусают, к траве подплыл, все. Начинают, блин, кусюкать. Цепляется куда-то. Там трава, мурава. Так, друзья, ну что, решил заканчивать. Так, немножко побаловался. Главное, забрал вещи свои. Потому что, блин, ну, нельзя так делать. Но у меня не было выхода, ребята. Короче, поеду домой. Можно двигаться, можно пробовать. Окунек поклевывает. Но надо пораньше, ребята. С утра часиков в 6, в 5 выйти. И вот до обеда можно что-то делать. А вот солнышко встало уже, и уже не то пальто. Так мы там штук 7, наверное, поймали. Десятку не поймали. Ну ладно. Короче, кайфанул, ребят. Все, поеду до дому. Хорош на сегодня. Так что, ребят, давайте увидимся. Такой небольшой ролик для вас. Похулиганил немножко с окуньками. Красота. Все, ребятки, давайте, быть добру. Увидимся. Так, надо как-то с этой травы выйти. Выползти отсюда. Засосало меня отсюда. Да, места изменились, конечно, ё-моё. Раньше такие места были здесь. А сейчас мелко вообще. Там вообще вон по колено воды, блин. Ладно, с Богом, ребята. Что, до дому? Поехали. Perfect.